Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Что отведут от вас высшие силы? Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя, так и спросите, что от меня отведут высшие силы. Я надеюсь, вы уже все настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Все высшие силы вводят моими руками. Сейчас скрыто, не то ничего. Так, что отведут от вас высшие силы? В чем вас уберегут, защитят, оградят? Ну, во-первых, здесь очень какие-то серьезные разочарования в исполнении задуманного. То есть у вас мечта, есть у вас желание, вы об этом думаете, вы на пути. То есть каждый новый день, каждый ваш новый шаг, он вас приближает к исполнению вашей мечты. Но вы не знаете, что ваша мечта не принесет вам радости. Вот и ее исполнение в том виде, как вы себе там представили и задумали, да, скорее исполнение принесет вам разочарование. Я буду говорить как есть. Какие-то моменты вы не учли. Какие-то моменты, в принципе, да, даже вы об этом не думали. Вот высшие силы уберегут вас от этого разочарования. Ваша мечта, ваше желание обязательно исполнится. Но исполнится немного по-другому. По-другому исполнится. С другим результатом, с другими возможностями, с другими перспективами. Исполнится так, как не ждете. Кстати, я уже в какой-то из отсыпок такую информацию видела. Возможно, одни и те же люди на моем канале, да, постоянные зрители. Вот чтобы вы не сомневались, вот повторно идет похожая информация. Все исполнится, но исполнится по-другому. Вот исполнится не в разочаровании, а исполнится в радость. Вот чтобы вы понимали, будьте к этому готовы. Если у вас будут блоки, если вот знаете, вот ваша мечта, вот вы протягиваете руку, а раз мечта испарилась. Это не значит, что вас наказали, это не значит, что вам заблокировали исполнение. Это значит, что ваше реальное, да, счастье, ваша реальная мечта, она где-то с другой стороны. И вы скоро туда дойдете. По крайней мере, высшие силы туда вас отведут. Все будет лучше, чем вы представляли, чем вы там себе задумали. Высшие силы знают, как для вас будет идеально. Не хорошо, а просто идеально. Так, дальше. От чего отвели высшие силы? От какого-то опрометчивого поступка. Опрометчивый поступок, скорее всего, в отношениях, в любви. Вы, возможно, стали замечать, вот у вас стали просыпаться такие желания, мысли такие начали вас посещать, что а что это я страдаю, а почему у меня счастья нет, а почему я должна собой жертвовать, а что происходит, да? Я хочу быть счастливой, я хочу улыбаться, а не плакать, я хочу доверять, а не сомневаться, там, ревновать и прочее, прочее. То есть высшие силы вам помогают. Во-первых, чтобы у вас самооценка повысилась. Во-вторых, чтобы вы действительно в любви не разочаровались, а чтобы вы стали счастливой женщиной, либо счастливым мужчиной. То есть эти мысли, они действительно идут от высших сил. И, наверное, вы заметили, да, с каждым днем этих мыслей становится все больше, больше. Они такие вот прям как птички, да, птички уже там в голову вашу влетают постоянно. И вы уже не так критично относитесь к этим мыслям. И да, вы стали больше заботиться о себе. Все правильно, так и должно быть. Потому что в погоне за этой любовью вы, мои хорошие, вот прям вообще себя обесценили. Вы собой совершенно уже не занимались. Там надо и тому, и этому, и пятому, и десятому. Да, там если какие-то 2 несчастных там минутки осталось, вы на себя выделяете. И то, да, тратите их на сон. То есть какой-то бег, да, изматывающий, но для вас никакого результата. То есть вы с каждым днем начнете все больше и больше ценить себя, уважать себя, любить себя.
И на этой основе те, кто вас окружают, тоже будут также к вам относиться. То есть более ценить вас, уважать, прислушиваться, стараться для вас. Не так, как вы для всех, а вот для вас будут делать. Мало того, девчонки, вот прям для девочек говорю. Кстати, девочки, мы от природы девочки, да, неважно, сколько нам там по паспорту лет. Вот. Не цепляйтесь слова, потому что кто-то мне там писал, как это так, там девочка, мне 50 лет. Ну и что, мне 40. Я не мальчик, вот, да, как бы девочка. Вот, а у вас идет такой мужчина классный. Вот у вас каким-то мужчиной плохим не получилось. Мужчина был, но даже не мужчина, какое-то сплошное разочарование. Разочарование, причем такое горькое разочарование. Вы и так старались, но не получилось. Не получилось, вы долго, кстати, переживали, расстраивались, еще ждали этого человека, там, надеялись, что да, вдруг все сложится, вдруг получится. Но не получилось, не сложилось. Вот, вас уберегли от жутких мучений с этим человеком. Вы понимаете, вы бы его себе на плечики посадили, да? Он бы сел, да, на шейку вам там, да, сбросил бы ножки и давай, поехали. Катался бы на вас, пользовался бы вами. Тут страшное дело, там такой страшный абьюзер был. То есть внешне вроде нормальный, он до поры до времени, серьезно я вам говорю, скрывал свою истинную суть, хотя у вас подозрения были. Вот высшие силы вас уберегли от этого ужасного разочарования и от, ну, действительно адских мучений с этим человеком. Кстати, скоро вы узнаете какую-то информацию об этом мужчине. Информация, которая все расставит по своим местам. Вот знаете, вот послушайте, и такое прям желание будет перекреститься и сказать: слава Богу, Боже, слава Богу, что ты ушел из моей жизни, и что я с этим ужасом не столкнулась. Там человек, ну, явно какой-то нездоровый, психически нездоровый, может быть, даже какой-то маниакальный у него там синдром. Жуткий ревнивец, жуткий абьюзер, ленивый, нерадивый, еще и скандалист, понимаете? И вас высшие силы уберегли, чтобы вы, моя хорошая, не потратили лучшие свои годы жизни, чтобы вы не потратили свое здоровье, свою нервную систему на этого абьюзера. Вот, буквально вот до конца месяца у вас придет информация, какие-то, ну, слухи дойдут, либо, да, кто-то вас оповестит о том, как этот мужчина себя ведет, как он терроризирует ту женщину, которая с ним сейчас находится, да и вообще, какой он мерзопакостный человек. Вот. Вас уберегли, вас защитили. Кстати, за вас вступилась женщина очень сильная. Вот такая информация о ней, она как будто бы сама поднимала семью, да, либо там детей сама поднимала. У нее имя то ли на Л, то ли на М. Я не могу вам более четко сказать. У кого-то так, у кого-то по-другому отыграется. Вот она вот прям вступилась за вас и сказала: вот нет, Боженька, нет, не допусти, не дай мою девочку на растерзание этому упырю. Вот, и высшие силы вступились. Вот то, что вы расстались, это на самом деле не печалька, а большая-большая радость. И вы, девчонки, это скоро поймете. Так, ну смотрите, плохого от вас отвадили мужчину, а хорошего вам дадут. Мужчина идет либо помоложе по возрасту, либо такой, знаете, ну как ребенок, да, вот душа ребенка у него. Наивный такой, простенький, интересный мужчина, интересный, и ручки золотые, и голова из правильного места растет. Неплохой. Вы с ним себя будете чувствовать такой, знаете, королевной, императрицей. По крайней мере, он все будет делать для того, чтобы вы были с ним счастливы. И вы, мои хорошие девочки, вспоминая того абьюзера, о котором сейчас еще кто-то из вас сожалеет и плачет, вы будете содрогаться одной только мысли, чтобы вы бы упустили эту возможность, да, с таким замечательным мужчинкой жить, да, и жили бы с тем негодяем, который мучил вас, тиранил и издевался. Так что все замечательно, за вас заступились, и высшие силы вам помогли, и духи вашего рода, да, хранительница вашего рода. Ну, женщина тут, конечно, классная. Она какая-то маленькая по росту идет, такая, знаете, вот худенькая, маленькая, но железобетонная. У нее такой дух мощный.
Она очень сильная, и она вот за вас заступилась. Так, что еще? От чего еще вас уберегли, отвели от вас высшие силы? Здесь, как, не знаю, как какая-то катастрофа, либо авария идет, что-то вот связанное с транспортом. Вот отвели от вас. Где-то что-то машина то ли не завелась, то ли не поехала, то ли вас не взяли. Что-то такое произошло. И вас, ну, реально спасли. Спасли, потому что если бы вы там находились, то неизвестно, чем бы это закончилось. Почему? Потому что вам кто-то плохое пожелал. Пожелал, причем, так, знаете, незаслуженно пожелал, но человек такой, знаете, с темным глазом, с тяжелым глазом, вот, пожелал и прям, знаете, как вот посмотрел на вас и говорит: о, жирует, да, либо о, и вот вас уберегли. Уберегли, просто не пустили, в ту машину не пустили, либо в тот транспорт не пустили. И вот так вот все произошло нормально у вас, слава Богу. Так, что еще? Какой-то человек, то есть друг или, не знаю, коллега, ну кто-то человек, с кем вы там общались, дружили, каким-то странным образом из вашей жизни самоликвидировался. То ли уехал куда-то, то ли, ну как там, переехал, да, либо просто перестали общаться. По разным причинам могло произойти. Вот. А человек на самом деле нехороший был, нехороший и такой шкурный, со своим интересом прям трусился за свою жизнь, там, за свои какие-то удовольствия. Вот от этого человека могли бы быть большие неприятности. Мог человек и подставить, и ну, какую-то подножку вам сделать, да, и в спину нож вставить. То есть, слава Богу, не сожалейте вы о том человеке, не вспоминайте вы того человека. Ну, ушел и ушел. У вас разные дороги. Он туда, либо она туда, а вы в другую сторону. Пусть так оно и будет. Не надо пытаться искать этого человека, не надо пытаться, ну как, восстанавливать эти связи. Люди, которые из вашей жизни исчезли под разными причинами, разные люди, там мужчины, женщины, вот кем они там вам приходились, это естественный отбор. Высшие силы чистят ваше поле, потому что вы человек, конечно же, умный, разумный, интеллектуальный, но слишком вы добрый человек. Ну, такая вот душа нараспашку. Вам всех жалко. Хороший, плохой, вы любого оправдаете. И вы, извините меня, неразборчивы, особенно, ну вот, если на жалость вам бить, а такие люди бьют на жалость, вы любую змею пригреете, понимаете? Пригреете, потом она вас укусит, а вы скажете: ну, вот так случилось. То есть вы даже и зла не будете держать на того человека. И высшие силы, они мудры, они расчищают ваше поле. И у таких вот нехороших людей, которые могут вам навредить, как-то вот что-то плохое для вас сделать, они убирают с вашего жизненного пути. На мой взгляд, это просто гениально. Гениально, и вам не нужно напрягаться. И высшие силы вас защищают, вас охраняют. Так, а чего еще уберегли? Здесь у кого-то тяжелая беременность была, наверное, не знаю, то есть либо ребеночек как-то тяжело вам дался, тяжело. Вот, уберегли вас, мои хорошие, вот от потери ребеночка. Вы, наверное, сами за себя знаете. Тут Божья Матерь за вас заступилась, потому что вы хорошая мама, потому что вы замечательная мамочка. Если бы случилось, ну вот такое, да, нехорошее, непоправимое, вы бы просто вот эмоционально не пережили бы, и неизвестно, что бы с вами было. Вот так сложились обстоятельства, что вам встретились хорошие профессионалы, либо люди, которые совет дали, либо там помогли, отвезли, привезли, да, подсказали. То есть в этом случае вам помогли. У вас, кстати, ребеночек Богом поцелованный, талант есть, способность есть, обязательно себя проявит, покажет. Либо вот ребеночек идет, смотрите, еще хочу такую вещь сказать по поводу детей. Может быть, у вас и взрослый ребенок. То есть ваш ребенок, каким бы он ни был, сколько бы лет не было, но будущее идет светлое. Какое-то достижение будет у вашего ребенка. Какое-то прям такое мега достижение, когда, ну, гордиться будете, гордиться, и ребенок ваш вам спасибо скажет за то, что родила, за то, что дала жизнь, подарила жизнь. То есть вот такой момент произойдет. А чего сейчас вас отводят?
вас сейчас отводят от бедности. Смотрите, возможно, вы сейчас посмеялись, сказали, какое отводят, если я сейчас тут перебиваю с копейки на копейку, не знаю, как завтрашний день прожить. Вы, мои хорошие, сейчас перебиваетесь, либо там нуждаетесь не потому, что вы бедный человек, не потому, что у вас там уже блок на финансовый канал стоит, а потому, что вы проходите трансформацию и проходите очень серьезные, значимые уроки для вас. Вы, скажем так, в таких ограниченных возможностях находитесь для того, чтобы показать, научиться, обрести какие-то знания, да, и понимать, что такое деньги, как ими правильно распоряжаться. Вот смотрите, несмотря на то, что ваше финансовое состояние, положение достаточно критичное, вы все равно ухитряетесь, да, более-менее там как-то вот и выглядеть хорошо, и там и кушать. И если кто-то попросит о помощи, вы же всегда поможете, никогда не откажете. Это очень хорошие моменты, да, которые сопутствуют прохождению этого обучения для того, чтобы в будущем у вас денежек становилось больше. Денежки будут идти, и денежки будут идти вот таким конкретным стабильным потоком. Причем денежки вы будете, скорее всего, сами вот как-то зарабатывать, либо благодаря каким-то своим действиям вы будете их зарабатывать. Почему сейчас эти уроки проходят? А чтобы в будущем вы правильно распоряжались, чтобы в будущем вы, скажем, там не зациклились на этих деньгах, либо наоборот, чтобы вы, ну как, серьезно относились, там не раздавали всем подряд. Ведь вы такой добрый человек. Вот у вас любой подойдет, попросит, вы любому отдадите. Да последнее из кошелька достанете и отдадите. Вот чтобы этого не происходило, сейчас вы проходите определенные уроки. А тем, кто сейчас в проблемах с работой, с начальством, вас готовят к собственному бизнесу, чтобы вы вот насмотрелись, да, прочувствовали все это дело и наконец-таки решились заняться каким-то своим делом, которое у вас в голове уже находится. Вы уже себе придумали, чем заниматься. У вас уже есть идея, есть желание. Но пока решительности не хватает. Ничего, чуть-чуть время пройдет, вы реализуйте свою мечту и вот будете получать сами себе денежки. Станете очень уверенным в себе и стабильным человеком. Пожалуйста, ни от кого не зависимым. То есть у вас хорошее будущее в плане денег, в плане вот материального благополучия. Все будет и все будет замечательно. То есть от бедности, от какого-то разорения, от этого вас отвели. Это вам не грозит. Как бы сейчас вам тяжело не приходилось, это временная ситуация, которая закончится и закончится для вас триумфально. Вот чтобы вы не сомневались. Мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.